Давным-давно жил-был на свете бедненький брошенный котенок. И вот, когда казалось, что он вот-вот погибнет, из тьмы ночной объявился вампир и позволил испить котенку немного собственной крови. Одна лишь капля крови помогла котенку переродиться в самого настоящего вампира. И теперь его новое имя Непир. Эпизод 4. Нет ничего лучше, чем греться на солнышке. Полностью согласен. А загорать иногда бывает очень полезно. Акаш! Слушай, а вампирам разве можно на солнце находиться? Столь безмятежные и светлые деньки напоминают мне былую жизнь на небесах. К слову, все-таки за что тебя не обогнали оттуда? Ты сказал, что плохо себя вел. Что ты натворил? Вам интересно? Очень! А мне нет. Так интересно или нет? Ладно, очень интересно. Вот оно как. Давайте же на мгновение переместимся в прошлое. Столь же погожий денек, как сейчас. В воспоминаниях нянителя. Еще один прекрасный день в раю. Но что это? Кажется, я слышу чей-то плач. Хнык-хнык. Хнык-хнык. Что приключилось, мадам? К своему удивлению, я узрел печальную ангелицу, деву поистине небесной красоты. Как и подобает ангелу, я просто не мог оставить ее в печали. В чем причина твоих прекрасных слез? Дело в том, что меня заставляют выйти замуж за обезьянью морду. Моя семья настояла на этом браке. Брак по расчету немыслимо. Неужто до конца своих дней я вынуждена это терпеть, так и не познав сладости истинной любви? Ее очаровательные глаза блестели от слез грусти. Ее миг, подобно шелкам, мягок и приятен, а очи горели пламенем страсти. Один лишь взгляд на нее, и мое сердце было готово выскочить из груди. И я понял. Это любовь. Я без памяти влюбился в вас. Молю, будьте моей хотя бы в этот миг. Я люблю вас. Порно-сцена. И наши тела слились в экстазе. А затем оказалось, что ее жених был уважаемым авторитетом на небесах. Он застукал нас за этим делом, и мне в этот же час пришлось покинуть райские чертоги. Жестокий удар судьбы. Наши сердца оказались разделены навечно. Единственный наш шанс на чистую любовь был утерян безвозвратно. Я и понятия не имел, сколько тебе пришлось пережить. Вы и впрямь растроганы моей историей. Ну, я все-таки чертовски хорошо умею врать. Продолжение следует. Перевод диктоматы Текшитала Трина Дубовицкая. Релиз подготовлен в рамках проекта Anidab.com.